Доброе утро, друзья. Ну что, выходные, погода прям весенняя. Сегодня прям оттепель, даже вон с крыши снег попадал. +1, на дворе 24 февраля. Всех, ребята, с праздником, с прошедшим. Здоровья крепкого, всего самого наилучшего. В общем, никуда не поехали. Решили сегодня провести день дома, топим баню. Хочу сегодня сделать шашлычок на обед. Ну и в общем, давно не готовили, ребята. Есть у нас как раз мясо, так скажем. А хотим сделать тушенку в автоклаве на весну, на походы, на рыбалку, потому что запасы уже закончились. Надо немножко, так сказать, поднабавить запасики. Тем более зайчишкой угостили меня тут местные охотнички. Ну и с Нового года там перебрали в морозилочку. Всякая курица разная, непонятная. Надо, в общем, все пустить в тушенку. А так шикарная погода, ребят. Четко. Вообще теплый такой, теплый уже воздух. Все мужики куда-то ломанулись в лес. Кто на избу, кто с ночевкой. В общем, все на рыбалках. Ну, а я вот приехал, ребят, недавно. В общем, провожу время с семьей. Все, давайте на кухню, ребят, погнали. Так, друзья, ну что, Лариса Юрьевна, привет, передавай. Потеряли тебя. Когда на рыбалку поедешь? Не знаю. Нету времени вообще. Нету времени, да? Нет. Работа, дом, 3 собаки. Ужас. Все понятно. Вот, ребят, смотрите, какой у нас зайчишка. Такой килограмма на 3, наверное. Мы его разморозили. Как-то что-то хотели сделать. Так что-то все лежало, но лежало. И в оконцове мы что-то решили все сделать тушенку. Не знаю, я первый раз, конечно, вообще думаю, что тушенка из зайца такого я нигде не видел, не знаю. Зайчатина обычно запекается, там зажаривается, но никак не в тушенку. А что-то мы решили попробовать, да, Юрина? Да. Чё бы нет. Кстати, кто занимается охотой на зайца, вот пишите, ребят. Делали вы сами, не делали? Это, понятно, диетическое мясо. Легко усвояемое такое, так скажем. Ну вот курица. Сколько там, Ларис? 2-3? Я не знаю, у нас вон лежали еще эти. Всякие заморозки, в общем, Да. ребят. Достали, в общем, все пустим в тушенку. Вот я думаю порубать на кусочки. Лариса говорит, не знаю, говорит, убирают ноги, вот эти Ну, они как будто острые, очень острые, да. Автоклав, не знаю, справится, не справится с этими костями. Ну, какие-то кости-то, понятно, Да, останутся. оставим, чтобы, хотя бы проверить. Да. А очень острые уберем. Ну, как-то так, что, как обычно, зажарка, морковка, лук, баночки приготовлены уже. И наш любимый автоклав Фэнсел Мини на 10 пол-литровых баночек. В общем, что занимается мясом, я, наверное, займусь зажаркой, наверное, как обычно. А Лариса пускай разделывает. Не знаю, предлагаю ей порубать топориком, но говорит, сделаю ножом все. Так что такие дела. Все, погнали.
Юрина мне как мясник, блин. Разматывают только так, ребята. Зайца размотали. Ну вот такая тарелочка получилась, не знаю, килограмма 3, наверное. И вот 2 такие куры здоровые. Ну, килограмма 3-то тут нету. Нету? Ну, 2,5, 2, да, это так. Что-то такое. Ну, в общем, мы это сделаем отдельно, ребят. Смешивать не будем в любом случае. Как бы так. А так, в основном это курица. Ну, что, мне кажется, будет крутая тушенка, по-любому. Рис, буду охотой заниматься. Вдруг лося возьмем. Будешь помогать мне разделывать. Да сколько лося размотаешь, а? Смешно? Да шучу я, шучу. Профи, профи. Работает профи. Остатки, ребята, сладкие. Потроха тут у нас у соседей живет. Кабан. Держи, брателло. Давай, рубей. Костяры. А, только мясорубка у него рабочая. О, потрох, да, ништяк, зайчик-то? Давай, давай. Рубай. Так, ну что, и курица, ребята, разделалась у нас. Все. Будем сейчас перчить, солить. Что, Рис, будешь добавлять? Смесь перцев немножко добавлю. Лаврушка и душистый, как обычно, в баночке. Да. И лук и морковку мы не будем зажаривать, ребят. Будем добавлять сырую, в общем. Ну, курица здесь порядком. Не знаю, сколько тут. Эх, тушеночка будет класс. Все, массаж. В принципе, все готово у нас, да? Баночки. Да. Заряжаем. Угу. Все, я тогда сейчас приготовлю, ребята, автоклав. Пока Лариса размешивает. И что, ставим и занимаемся шашлычком. Сегодня у нас шашлык еще будем готовить. Ох. Достанем автоклав. Давно ничего не готовили. Давно мы, ребята, ничего не готовили. Вот решили заморочиться. Называется провести с пользой выходные. Ну да, все правильно ты говоришь. Совместить приятное с полезным. Раз на рыбалку не поехали. Так. Добавляем воды, как обычно, мы готовим на пару. Ну, на тушеночку подержим, наверное, Рис, минут 50, наверное, да, часик. Да, наверное, потому что заяц. Да. Рыбу мы где-то 25-30 минут. Соусы делали мы 20 минут держали. Каши 40 минут. А вот тушеночку, наверное, часик подержим, чтобы она прям все косточки там растомились. Понятно, что они все как бы не расплавятся, так скажем. Все равно они будут, ну, как минимум они будут мягкие. 1,5 литра воды
Ну, обычно до фальшдена добавляем. И, в принципе, все. 14-литровый у нас автоклав, Фенсал Мини. Так что вот так вот. Все, автоклав готов. Лаврушки, друзья, и душистого немного, там по одному получается листику, по 3-4 горошины, да, Ларис? Ну да. Больше не добавляем. Банки у нас 0,5, соответственно, как бы хватает вполне. Маленькие. Тут можно 2 добавить. Душистый. Бывают большие, тут совсем крохотули. Масло будем добавлять? Да, чуть-чуть сверху, потому что заяц, он все равно сухой. Зайчику добавим, да? Угу. Ну, как-то так. Что, с зайца начнем? Давай. Давай. Сколько? Я думаю, банки 3 будет стабильно. Ну, должно, да. Может, даже и больше. Плотничком, да, сделаем? Да. Прям плотничком. Все варится. Косточки там все равно. Смотри. Белый волос. Заяц. Заяц, заяц. Заяц, волк. Просочился. Давай, зайчатинка. Походу буду брать с картошечкой. Буду делать красоту. Вот этот. Подсуши палочку. Так, шик-шик-шик. Да? Там посмотри, где должна быть. Крышечки, друзья, как всегда, новенькие. Старайтесь, кто готовит, брать новые. Так, все, закладываем, друзья. Ну, на часик, наверное. Сейчас мы доведем до кипения, как обычно. И только потом уже будем засекаться. Наберем давление. 1,2 барреля, 120 градусов. На одном режиме и готовим, ребят. Что просто по времени. Чуть больше, чуть меньше. Вот и все. Так. Клапан открываем. И закручиваем.
Вот и все. Так, открываем. Все, набираем температуру. Так, ребят, ну что, с баночками разобрались. На обед сегодня хотим сделать шашлычок. Погодка хорошая. Вот такой кусочек у нас мяса есть. Лопатки. Свинина, да, Ларис? Да? Че, какой маринадик сделаешь? Никакой. Ну, я Соль, имею в перец. виду соль, перец. Классическая, да, тема? Самое вкусное. Да, ребят, вот, кстати, вот многие там йогурты добавляют, кефиры, майонезы, кетчупы, вот это. Блин, это все горит, ребята, на самом деле. И самый простой, вкусный, сочный — это соль и перец. Мы частенько так делаем. И лавашка там с лучком. Да, и все, ребят, самый вкусный, сочный получается. А то, что он в майонезе, в кетчупе, это вот именно, что вот он и потом подгорает, и ну, такое себе. Зачем портить вкус мяса? Ну да, согласен с тобой. Прям, ну и готовим, ребят, на средних углях, и как бы чуть-чуть прям не дожаривая, что ли, чтобы был сочный прям. Потому что немножко передержишь, и тоже потом можно испортить. Ну, короче, сегодня вот, ребят, сделаем себе на обед. О, просит, дай, говорит. Мора. На. Да, не будет она. Ты знаешь. Да, конечно, не будет, что знаю, она дура, блин, потому что ни рыбу, ни мясо, это все вот китикеты вот это ест, блин, химию. Вот такие, ребят, кошки у нас пошли, деревенские. Я на север ездил на рыбалку к ребятам. Он просто берет езя замороженного с морозилки кидает. Они как собаки, понял, накидываются, и все. Вот такая кормежка. Вот такие коты правильные. Но зато мышей ловит, ребята, она прям молодец. Куда поперла? Куда поперла? Барбос, ты чё пришел? Ты чё пришел? А? Тебе, скажи, собаками пахнет. Ты чё пришел? Помогаешь мне, да? Помогаешь мне, да? Градусов. Закрываем. Набираем.
У тебя что, поменьше не было шампунов? Нет. Вон мои сабли. Просто Подарили. они совсем не для этого мангала. Ну, что есть, то есть что. Просто по 4 кусочка придется насадить. Ну все, ребят, у нас все четко. 1,1 давление. Немножко ее сейчас убавили. Ну и 120 градусов. В таком режиме часик. Ну, у нас сегодня он постоит и будет остужаться. Завтра будем только доставать. А так, шашлычок. Дайте. Вкусно? Мать, нормал? Вот, ребят, будем обедать. Всё. Пока греешь. Всем приятного аппетита. Угу. Ну чё, огонь? Так, друзья, ну что, доброе утро. Наступило утро. У нас опять одна банка взорвалась. Дно. Почему-то, не знаю, когда банки какие-то косвенные, да, Лариса, ничего. Ну, второй раз уже у нас получается. Банку на утиль. Ну, в общем, смотрите, как получилось, ребят. Это у нас курица. С курицей все понятно, нам интересен заяц. Это заяц, да, у нас, Лариса? Темный. Да. Вот. Давайте попробуем. Так, друзья, ну что у нас, зайчатина. Я еще, честно, не видел, чтобы кто-то что-то из зайчатины делал. Теперь будешь есть. Так, ну большие кости, ребят, смотрю, не проварились, да, но они отделились от мяса. Что, давай попробуем. Пушка. Попробуй. Ну, что, дичь как дичь. Нормально. С картошкой в походах будет самое то. Специя с опыта. Специи, да. Отлично. Косточки вон все ребята отлетают. Соответственно, все нормально. Вон, смотри как. Угу. Посмотреть, мягко нет. Кость? Нет? Твердая? Да, очень твердая. Не, ну мясо-то нормально. Мясо нормально. Капусты нет вообще. В общем, ребят, Продолжаем экспериментировать. продолжаем, да? Да. Мы еще что, медведя не готовили? Лосятину не готовили? Бобрятину мы готовили, и это у нас, ребят, вторая дичь. Зайчатина. Ну, кто кроликов держит, в принципе, можно, да? Ну,
кролик, да, конечно, это же домашний. Нормал. Огонь. Вот, ребята, как-то так. Всю информацию оставляю внизу, в описании есть небольшой промокодик. И мы даже планируем взять, ребят, немножко больше автоклав. Изначально нам как будто было достаточно Фенсал Мини на 10 пол-литровых. А у ребят на производстве есть Фенсал 2. Это чуть-чуть больше получается. Потому что вчера у нас курица осталась. Соответственно, мы приобретем автоклав немного больше. А этот, я не знаю, в принципе, останется, может, куда-то в походы будем брать, там что-то еще. Как-то так. Ирина уплетает. Все, ребята, всем хорошего настроения, хорошей трудовой недели. Берегите себя, пока.